Евгеньевич, у вас есть вопросы к представителю? Айдар Хасмалевич, у вас есть вопросы к представителю президента? Нет, не имеется. Министров? Уважаемый судья, есть вопросы? Алмаз Талдыч, в ваших доводах мы услышали, что несмотря на то, что норма оспариваемая говорит о том, что кассационная инстанция не обязана мотивировать свое решение, вы говорите, что все равно оно как бы мотивирует, да? Ну, мы говорим, что она не обязана мотивировать в случае согласия с выводами судов первой и Да, мы как раз об этом и говорим. Но несмотря на то, что так написано, вы говорите, что Верховный суд все равно мотивирует свое решение. Но она указывает, что она согласна с доводами. И то есть это и есть мотивировка? Да, я считаю, что да. Есть мотивировка, да? Ага. Есть теперь следующий момент. Вот эта норма, если мы говорим о процессуальном законодательстве, такого права у кассационной инстанции как бы нет, да, в уголовном процессе, в арбитражном процессе, в административно-процессуальном кодексе этой нормы прямой нет. Почему она есть в Гражданском процессуальном кодексе? Как вы думаете? Вы тоже как бы на стороне законодателя подписываете эти акты? Или есть какая-то специфика у гражданско-процессуальной законодательства? Ну так я сразу думаю, не смогу ответить, почему, например, в уголовном процессе такого права в кассационной инстанции нет, а в гражданском есть. Потому что вы как бы в своих доводах приводите о том, что это связано с оптимизацией деятельности кассационной инстанции. Сейчас сказать, что почему законодатель в этой конструкции, например, в гражданском процессуальном праве именно допускает, что можно сослаться на обоснованность доводов первой апелляционной инстанции, а почему в уголовном процессе этого нет, я не готов ответить. Потому что если мы говорим вообще о кассационной инстанции, то почему разные подходы в разных сферах? Я не смогу сейчас без этого как-то ответить, потому что в таком разрезе именно сравнительный анализ между административным, уголовным, гражданским с точки зрения отсутствия мотивированности я не рассматривал, и сейчас так сходу я не смогу ответить. У меня вопрос к вам тоже в порядке уточнения вашей позиции относительно согласия с выводами нижестоящих инстанций, кассационная инстанция. Она может в совокупности дать такую оценку или все-таки отдельным доводом, касающийся, разумеется, норм материального процессуального права? Я думаю, что если 360 мы прямо прочитаем, что в случае оставления именно в полном, со всеми доводами нижестоящих инстанций, она может только на это сослаться. То есть, если идет речь о выборочных доводах, то я считаю, что кассационная инстанция должна мотивировать и объяснять, почему она с какими-то доводами. И если полное согласие, они тогда она может не мотивировать. Но если идет выборочно... То есть вы имеете в виду, если полностью согласен с выводами, да? Там ведь мы понимаем, что любое дело, которое рассматривается в рамках первой, второй инстанции, что оно не предполагает только один вопрос, на который следует получить ответ. И если вы считаете, что по всем доводам, которые представлены кассационной инстанции, если он со всеми согласен, то он может одним выводом сказать, что это. И это вытекает из части 6 статьи 307. То есть имеется в виду из того, что является предметом нашего рассмотрения. Да? Понятно, ваша позиция ясна. Да. Еще один вопрос, Алмаз Талдыч. Чисто технически, если посмотреть, мы все знаем требования вообще к судебным актам, да? Есть определенная вводная, описательная часть, мотивировочная, резолютивная часть. Все эти структуры применяются и к акту кассационной инстанции тоже? Да? Общие требования. И это предполагает, что в любом случае кассационная инстанция что-то в своей мотивировочной части должна написать. Если мы говорим, что эта структура суд кассационной инстанции, рассмотрев доводы первой, второй инстанции, приходит о согласии с ним. Но он все равно это должен написать и прийти, то есть указать о согласии с выводами. То есть не может быть он вообще не мотивировать, не писать. То есть он обязан указать, что
кассационная инстанция соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанции. Но все равно он должен это указывать, я считаю. Да? То есть, несмотря на такую норму, которая не обязывает Верховный суд мотивировать, мы, исходя из совокупности других всех норм процессуального законодательства, можем сказать, что он все равно делает мотивировку. Ну, потому что он должен хотя бы указать, что он соглашается с актами первой и апелляционной инстанции. Это тоже есть в какой-то мере мотивация, Понятно. которая позволяет ему дальше... Есть еще вопросы? Присаживайтесь.